В Дубае, который под прицельным огнем, сейчас безопаснее, чем в России. Такую крамольную мысль озвучили якутянки, которые оказались в Эмиратах во время иранского обстрела. Очень большую работу делают вообще правительство Дубая и ПВО. Что касается всего того немыслимого количества забрасываемых снарядов, да, в другом городе это бы превратилось, конечно, уже в месиво, то есть уже стерли бы с лица земли этот город. На ум сразу приходит Белгород, от которого скоро камня на камне не останется из-за ежедневных атак. Но ПВО в России необходимо, чтобы стеречь многочисленные дворцы Путина. Знаете, меня тут спрашивают знакомые, типа, не хотите ли вы вернуться, есть ли какой-то шанс сейчас быстро уехать в Россию. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сейчас у нас мир нестабильный, практически везде происходит какой-то политический конфликт, либо назревает, либо он уже присутствует. Это во-первых. Во-вторых, у нас за 2 дня на Дубай посыпались 200 баллистических ракет, более 500 шахедов, дронов и так далее. Государство, наше сильнейшее, мощнейшее, одно из лучших ПВО в мире, отразило 97%. Остальные 3 упали там в море, чуть-чуть там задели что-то еще. Камон, такого уровня защиты нет, извините меня, практически ни в одной стране мира. Вот это и есть 25-летний итог правления кремлевского гнома. Уже никто не верит в мощь и силу России, даже собственные граждане. Единственная мысль, которая бьется в моей голове: я не хочу отсюда уезжать. И даже когда появится возможность, я не буду улетать из Дубая.